Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на месяц октябрь. Сегодня у меня новый песочек, оранжевый песочек. Я его заговорила и выбрала именно этот цвет, потому что у нас осень, цвет листвы, краски осени, назовем это так. Мои хорошие, загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на октябрь, и пусть нужная и важная информация вас обязательно найдет. Песочек у меня заговорен на успех, на счастье, на радость вашей жизни. Пусть этот жизнерадостный цвет принесет вам все то, в чем вы нуждаетесь, все то, что вам необходимо. Пусть больше будет везения, пусть больше будет счастливых и солнечных дней. Пусть жизнь ваша меняется к лучшему. Пусть денежки приходят и копятся у вас в кошельках, на счетах. Пусть плохие и грустные дни обходят вас стороной. И беды пусть не приближаются к вашему порогу. Итак, давайте, загадывайте. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. Послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Ай да песочек! Ай да заговор! Смотрите! Здесь какое-то невероятное счастливое событие вас ждет. Ждет то, что буквально вызовет у вас головокружение. Событие, от которого вам захочется плясать, петь. Кто-то даже сможет слезу упустить. Ну, слезу счастья, да, слезы счастья здесь показаны. Вы буквально как будто бы обхватите, либо получите что-то невероятное, необъятное, то, чего раньше никогда в вашей жизни не было. Над вами ангел кружит, и у вас руки прям такие длинные-длинные, и вы вот прям, ну вот как берете что-то огромное в свои руки. Счастье — это про радость. Это может быть какой-то подарок судьбы, либо ситуация, которая поможет действительно радикально изменить всю вашу жизнь. Как, знаете, новый какой-то этап, виток. Как, знаете, есть поговорка «ухватить Бога за бороду». Да? Вот, ну, это, конечно, не очень звучит, но тем не менее, вот, чтобы вы понимали объемы чуда, объемы невероятного счастливого события, которое ждет вас именно в октябре. Где-то, вот знаете, середина месяца, к середине месяца, вот мне идут какие-то 20-е числа, да, ближе к 20-м числам. Может, кстати, и 20-е, может, 21-е, может, и 19-е. Вы все разные. Ну, я вас поздравляю. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, пусть все исполнится так, как я это вижу. Счастье. Это счастье называется. Так, ну давайте пойдем теперь по порядку. Смотрите, у вас октябрь какой-то очень необычный в плане того, что у вас очень много дорог. Очень много каких-то перекрестков. И перекрестки все такие светлые, да, вот будете встречаться, пересекаться с важными и нужными людьми. Вы будете решать проблемы, вы будете добиваться своего. Те дороги, которые раньше вам были не просто закрыты, но и стерты для вас, они прям прорисовываются такими четкими и ясными линиями. Какие-то преграды сглаживаются, какие-то вот холмы уходят. Очень много открытий идет, очень много. Много движения, много дорог и много открытий. Так вы еще не жили. Либо в таком ритме, в таком темпе вы точно еще жить не пробовали. Интенсивность идет, интенсивность событий. Это не суета, нет, это не суета. Это действительно настоящее движение. Ехать по прямой, без преград, без светофоров, без каких-то, не знаю, там, пешеходных переходов. Вам никто и ничто не мешает. Еще раз, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Дай Боже. Прям такое ощущение, что я
наконец-таки живу той самой жизнью, о которой всегда мечтала, хотела. Еще идет образ какого-то нового человека, который буквально своим появлением, присутствием на вас оказывает очень сильное положительное, позитивное влияние. Это может быть и мужчина, и женщина. Это может быть человек, который вам по жизни поможет, либо человек, который вашу жизнь изменит благодаря тому, что рядом находится. Да? У кого-то про любовь идет, что влюбитесь в этого человека, а он влюбится в вас. Теперь вы уже не одна, не один, теперь вас двое, да, и вам нечего бояться, жизнь у вас меняется. Но у кого-то какой-то там суперзащитник, покровитель, суперспециалист, который все может сделать, решить, исправить. На этого человека, буквально вы будете, молиться, мысленно молиться. Это как бы условно, конечно, говорю, но вы судьбе не раз скажете спасибо за то, что этот человек в вашей жизни появился, что вам предоставилась такая возможность с таким человеком взаимодействовать, да, обрести этого человека в свою жизнь. Прям какой-то уникальный, как бриллиант. И человек как бриллиант, понимаете? Вот, как бриллиант, сияет, разные грани. И это драгоценность, да, это драгоценный бриллиант, он ваш, да, он в ваших руках, грубо говоря. И еще, мои хорошие, я вижу каких-то людей у ваших ног. Вот они, эти люди присмыкаются. Люди, которые в свое время вас не ценили, не уважали, обижали, лишнее о себе позволяли, никчемное о себе позволяли. А теперь они присмыкаются у ваших ног, буквально оббивают ваш порог, ища вашего внимания, ища вашего участия. Вот прям вереницей потянутся. Это не один человек, их даже не двое и не трое, их гораздо больше. Вот столкнетесь с тем, что все оборачивается вспять, что люди, которые вами пренебрегали, либо вели себя просто отвратительным образом, теперь у ваших ног, у вашего порога с протянутой рукой стоят. Им нужны вы, им нужно ваше внимание, им нужно то, чем вы обладаете, что вы знаете, что вы умеете. Прям, буквально, да, ваши недруги, да, у ваших ног. Вас это очень удивит, поразит, но это очень заслуженно. Вот теперь все становится на свои места. Вот теперь понятно, кто хороший, кто плохой, либо кто чего стоит. Да? Все становится на свои места. Для тех, кто у меня в поисках работы, у вас два очень необычных предложения. Они никак не связаны с тем, что вы делаете сейчас, либо это какой-то, не знаю, наивысший уровень того, что вы делаете сейчас. У вас именно два предложения. Одно, такое, знаете, оптимальное, а второе прям немножко замудренное. Если вы будете выбирать, выбирайте оптимальное. То, что более кажется понятным, логичным и схожим, релевантным тому, что вы уже делали. А вот это замудренное, оно слишком замудренное, там как-то, знаете, не все так однозначно, да, лучше от него отказаться. Хотя, какие-то большие деньги вам будут сулить, либо какие-то, просто головокружительные перспективы будут сулить. Лучше отказаться. Выбирайте то, что релевантно, выбирайте то, что оптимально. И точно не прогадаете, точно не пожалеете. Если вы не будете выбирать, но будет выбирать ваш родной, близкий, любимый человек, так ему и подскажите. Бери то, что тебе понятно. Но не бери то, что вот такое замудренное, там, с подвыпертом, да, вот это не бери. Вот так и подскажите. У вас прекрасная возможность, либо у вашего близкого прекрасная возможность устроиться на шикарную работу. Работа, где вы будете просто, знаете, как ноги на стол, да, и наслаждаться жизнью. Работа, которая... Но это даже не лестница карьерная, это какой-то суперскоростной карьерный лифт. Вас там действительно оценят, вы действительно там будете как рыба в воде, на своем месте. И буквально столкнетесь с тем, что то, что выглядит как-то слишком круто, да, на самом деле гораздо проще, чем другие места. Допустим, вы работаете сейчас где-то, где простая фирма, либо простое предприятие, но на котором заоблачные требования от сотрудников, либо
начальники возомнили себя богами, да, вот прям требуют к себе там чрезмерного поклонения, уважения, позволяют себе лишнее. И вы думаете, господи, ну если это какая-то крутая фирма, значит там еще хуже условия, да, либо там вообще нужно ковриком стелиться. А кажется, что вот как раз-таки в крутом месте, в крутой фирме, либо на крутом предприятии, где все дорого, богато, там уважение к сотрудникам, там почет, там никого не задвигают. Наоборот, если ты талантливый, если ты способный, тебя продвигают, выдвигают тебя. Да, вот с таким даже столкнетесь. Но вот кто искал работу, либо хотел сменить работу, вот мне идет, что ваша мечта исполнится. Причем исполнится самым благополучным образом. Вот как время пришло вам свое место занять, да, свой трон обрести. Очень хороший знак. И еще мне идет, что вас сопровождают ангелы. Вот все, что касается работы, вас сопровождают ангелы. Может быть, даже намек на то, что вам нужно почаще обращаться мысленно к ангелу-хранителю, прося помощи, подсказок, знаков, внимания, покровительства, для того, чтобы у вас прям все без сучка и без задоринки протекало. Да, очень хороший знак. Еще, мои хорошие, богатый человек, кто-то очень богатый, с большими деньгами, с большими возможностями проявит свою щедрость. Щедрость именно к вам. Не знаю, кто этот человек, не могу понять, кем он к вам проявится, либо какое отношение имеет к вам, но вижу, что человек будет невероятно щедрый с вами. Щедрость. Столкнетесь с небывалым аттракционом щедрости. Может быть, этот человек вам не знаком, да? Но вы успеете познакомиться за октябрь, и человек прям щедрым, очень будет щедрым, как подарки вам дает. Не знаю, что предположить. От этого человека вам прибудет, от его щедрости вам прибудет, причем прибудет столько, сколько вот вы, в принципе, предположить себе не можете. Щедрость, щедрость. Может, вы этого человека спасете, жизнь спасете, и человек вам деньги отдаст, все свои деньги отдаст. Может быть так, а может быть, вы нуждались в каком-то спонсоре, да? Допустим, там нужна сложная операция, дорогостоящее лечение, ну, либо какие-то другие проблемы, вам нужны были деньги, вы искали спонсора, либо искали какой-то, как фонд благотворительный, и тут вы встретите человека, который действительно богат и который проявит невероятную щедрость, да, и так может быть. Но этот человек для вас как нимб над головой имеет, как святой, щедрый человек. Ну, шутки шутками, но вот действительно вы с большим уважением будете к нему относиться. Ну, либо к ней, это может быть и женщина. Да, хороший знак. А в левой стороне показывает вас, в руке у вас рыба, причем не одна, у вас как будто бы связка рыбы, видите? Одна рыбка, вторая рыбка, третья рыбка. Это у вас в правой руке, а в левой руке у вас какой-то документ, бумага какая-то. Книга еще может быть пачка документов у вас в руках. Не ждете, не думаете об этом, но будут деньги, хорошие заработки, да, вот смотрите, тут с вами щедрые, вот тут у вас деньги, еще чудо какое-то случится. И какие-то документы. Но документы вы точно 100% не ждете, вообще про документы не думаете, это не ваша тема. Скорее всего, подготавливать будете документы, либо обретете, наконец-таки, какие-то супер важные документы в левой руке. Легко достанутся. В левой руке легко достанутся. В правой руке рыба, ну, придется, возможно, что-то делать, да, для того, чтобы эту рыбу получить. Ну, как минимум, поработать, да, либо с кем-то пообщаться, какие-то услуги оказать. Да. Рыба в правой, но тут прям целая вязка рыба, связка или как она, вязанка. А в левой руке документы. Очень легко вам достанутся эти документы, очень легко придут, либо легко сделаете документы. Хороший знак. Вы даже как-то ноги не выпрямляете, да, на полусогнутых идете, потому что напряжения не ощущаете. Да. Не нужно ногами вгрызаться в землю, да, вот налегке, налегке. И влево идете. Будет все происходить так, как не планируете, но в лучшую сторону, с уклоном. Так, еще с правой стороны
За кого у вас сердце болит, за кого вы так сильно переживаете. Ну, либо переживаете, либо тоскуете, либо какие-то опасения за какого-то человека. Вы знаете, вы сможете выдохнуть. Выдохнуть, причем сердце перестанет так отчаянно колотиться и биться. Здесь такое ровное тук, тук. Сердцебиение вот как в состоянии покоя. Перестанете нервничать, перестанете переживать, перестанете себя накручивать. То ли какие-то новости придут, то ли с человеком все хорошо будет, то ли еще что-то произойдет. Но вот этого стресса у вас я больше не вижу. Переживаний, надрыва я у вас больше не вижу. Вы даже спать лучше будете, выглядеть лучше будете, чувствовать себя лучше будете. Потому что стресс, он все-таки сказывается. Очень, да, высокий уровень кортизола, он очень разрушительно влияет на тело, организм, нервную систему человека. Вы тут выдыхаете и успокаиваетесь. Придет момент, когда вы поймете, что нервничать не стоит. Дальше. Якорь. Якорь буквально достиг дна. Якорь – это про баланс, это про спокойные дни, про уравновешенное состояние в жизни. Ваш якорь достиг дна. То есть вы понимаете, что больше не будет мытарить, кидать из стороны в сторону, что могу вот как передышку взять. Дальше личная жизнь. А в личной жизни дверь в счастье откроется. Смотрите, какая дверь открывается прямо перед вами в счастье. Мужчины, женщины, кто меня смотрит? В октябре вы будете абсолютно довольны своей личной жизнью. Либо наконец-таки эта личная жизнь у вас появится. Если вы в отношениях, но отношения были достаточно такими, знаете, нестабильными, либо достаточно тянущими, да, то все выравнивается. Есть дверь, как выход, либо вход, переход на новый уровень. Ну, либо если личной жизни как таковой не было, и вы страдали от одиночества, то вы явно все исправите, да, личная жизнь у вас исправится. Здесь опять же ангел над вами. Я так понимаю, что высшие силы помогают, да, либо наконец-таки появится тот, приведут к вам того, либо ту, с кем у вас прям любовь случится, личное счастье случится. А дверь, понимаете, ее даже открывать не надо, она сама перед вами распахнется. Скорее всего, потому что время пришло. Время пришло становиться счастливыми. Хватит страдать, уже свое отмучили, отстрадали, теперь становитесь счастливыми. Может быть, вы молились, может быть, вы какие-то обряды совершали. Но вот видите, ангел над вами, и дверь вам открыта. Просто входи, наслаждайся жизнью. Жираф, но с очень короткой шеей. Чем длиннее шея, тем дальше от вас результат, либо тем дольше нужно ждать. У вас жираф с очень короткой шеей, то есть ждать не нужно, либо время ожидания закончилось. Может касаться какого-то дела, какой-то ситуации, да, ждать больше не нужно. У жирафа очень короткая шея, все случится очень быстро. Даже если вам будут говорить, что надо ждать, не надо, все очень быстро случится. Так, еще мужчина за спиной оставляет какие-то горы. Ну, горы как проблемы, нерешенные задачи, либо какие-то сложные обстоятельства в жизни. Вы их за спиной оставляете. Возможно, вы прошли свои испытания, а возможно, вы за октябрь все порешаете. Да? Вот все горы перейдете, все вопросы закроете, все проблемы решите. Мужчина вообще молодец. Мужчина у меня идет прям такой сильный, мускулистый, и плащ на нем одет. Плащ — это как знак отличия, знак того, что вы растете. Растете в глазах других людей, в своих глазах растете. Ну, видите, вот сколько гор, и вы их все переходите, мужчины. Вы молодцы. Голова козы, видите? Вообще, как бы это дьявольский знак. У вас тут, скорее всего, какие-то были неприятные моменты, там негативчик какой-то был. Может быть, вы стали жертвой негатива, либо кто-то какие-то дьявольские козни вам устраивал. Смотрите, голова есть, а тела нет. Угу. То есть отсечете голову негативу, отсечете. Голова сама по себе ничего не может.
Какие-то ваши действия, направленные либо косвенные, отсекают эту козью голову. Вы буквально обезглавите какое-то зло, какой-то негатив, либо негативного человека, злобного человека, одержимого человека. Может быть защита, может быть какие-то другие там обряды, ритуалы, молитвы. Ваша активная борьба с негативом. Вот одна голова останется. Я так понимаю, что это трофейная, да? Вот бывают же эти охотники головы животных вешают, там всяких оленей, косуль, лосей. Вот и вы эту козью голову повесите как трофейную, что вы победили какое-то зло, либо какого-то очень злого негативного человека. Еще мне идет, что вы какую-то как порчу найдете, либо предмет, вещь, источник негатива, то, что вам жить мешало. Что-то вы найдете в своих вещах, может быть, где-то, где вы работаете, да, рабочее место, может, шкафчик ваш на работе, может быть, дома, да, будете там делать генеральную уборку, либо время пришло вам этот негатив извлечь, найти, извлечь. Может быть, вплоть до того, что вы там в подкладке, под подкладкой своей сумки либо одежды найдете что-то, какую-то скрутку, либо землю, что-то вы найдете и от негатива избавитесь. Тем самым вы этого козла, да, этого черта обезглавите. Прям сильно. Вы знаете, аж мурашки пошли на самом деле. Вот это вы даете. Вот это октябрь. Действительно, волшебный месяц, месяц перемен в вашей жизни. Так, и еще в октябре. Смотрите, с кем-то вы заключите сделку, как по рукам ударите, договоритесь. Сделка, буквально на миллион, либо договоренность на миллион. С собой прям гордиться будете. И вы для себя сможете выбить, либо как наговорить, уговорить, да, человека на самые выгодные условия. Таких выгодных условий у вас никогда раньше не было, либо в принципе ни у кого никогда не было, а вы этого добьетесь. Вы как-то будете очень расслаблены и очень очаровательны. Либо человек вам такой попадется, который к вам слабину будет иметь, там, симпатию начнет испытывать. И вы воспользуетесь этим моментом и просто договоритесь на миллион. Может, и правда на миллион договоритесь. Сделка супер удачная. И за эту сделку вам вообще переживать не надо. Вы умничка, вы молодец. У вас стрелка просто резко уходит вверх. Дела пойдут в гору, с собой будете довольны. Другое самочувствие, другое мироощущение у вас идет. Дальше. За вашей спиной стоит человек, буквально как ваша тень. Это вы с кем-то настолько сблизитесь, либо настолько сроднитесь, либо настолько скооперируетесь, что вы как тень друг друга, да? Вы как единый человек, как единый организм. Человек вам будет помогать, участвовать, содействовать, и прикрывать вашу спину. Поэтому, наверное, у вас такое более расслабленное состояние идет. Потому что вы понимаете, что теперь я не одна, теперь я не один. Есть кто-то, кому я доверяю как себе, а может быть даже и больше. И я точно знаю, что этот человек меня не подведет. Можно немножечко легче себя ощущать и меньше стрессовать и закрываться, да, группироваться. Видите? Кстати, еще этот знак может говорить о том, что отношения улучшаются с кем-то настолько сильно, что вы становитесь единым организмом. Взаимопроникновение, да, хороший на самом деле знак. Вплотную стоите, как тень друг друга получаетесь, да? Друг друга прикрываете, друг другу помогаете. Дальше, мои хорошие, у кого есть тайна, почему-то вы за свою тайну будете переживать, но я вам так скажу, ничего плохого не будет, даже если ваша тайна раскроется, то как-то это мимо пройдет, да, мимо. То есть люди не будут на этом акцентировать, либо очень быстро забудется. Ну а так мне вообще идет, что ничего плохого не будет. Кто за свою тайну личную переживает, что она откроется, либо уже кто-то узнал, что пойдет там огласка, резонанс, что еще и вернется какой-то неприятный момент, ничего этого не будет. Абсолютно нет.
Я даже больше скажу, люди какое-то равнодушие проявят к вашей тайне, и вы будете думать, да что такое, что моя тайна неинтересная, почему такое равнодушие идет? А с другой стороны, мне кажется, что тут работа ангелов идет, ангелов-хранителей и духов рода. Вот они как-то нивелируют эту ситуацию, да, чтобы вам вреда не было. Людям немножечко перекрывают мозговую активность, деятельность, да, чтобы люди так остро не воспринимали вашу тайну и не думали об этом. Да, вплоть до того, что там подтирают память некоторым. Да, не переживайте. Вот кто переживает, что ваша тайна кому-то стала известна, либо вам кто-то угрожал, что я все расскажу, и вообще переживать не надо. Нет, абсолютно все спокойно. И еще, мои милые, за вами кто-то отчаянно будет ухаживать. Если вы женщина, то ухаживать будет мужчина. Если вы мужчина, то ухаживать будет женщина. И да, мужчины, не удивляйтесь, женщины тоже умеют ухаживать. И причем они это делают гораздо качественнее, чем мужчины на самом-то деле. Вот. С одной стороны, вам очень приятно, тем более этот человек вам знаком. А с другой стороны, я вижу, что вы немножко будете тяготиться этим человеком. Слишком много этого человека. А может быть, вы уже понимаете, что человек не ваш. Да, вам приятно, что за вами ухаживают, но с другой стороны, вы такая, а что я отвечу? Я не хочу. Да, либо я не вижу своего будущего с этим человеком. Вот. Очень многое делать будет этот человек для вас. Удобный, да, этот человек вам удобный. Но с другой стороны, будете долго прям думать, как бы сказать, как бы послать, отослать от себя подальше. Но вам переживать не надо, потому что человек не из обидчивых, не из агрессивных, и человек все поймет, еще и поблагодарит вас за честность. Единственное, что человек будет вас просить, это возможность быть как-то на вытянутой руке, общаться, да, хотя бы встречаться иногда, либо просто общаться там в интернете. Да. Можно мы будем друзьями, да. Можно я буду присутствовать в твоей жизни. В принципе, тоже неплохо, почему бы и нет. Влюбленный друг – это неплохо, тем более хороший человек, порядочный, вас точно не обидит, там, обижаться, мстить точно не будет. Хорошего друга обретете. Так, либо удастся, да, вот так свести ухаживание на дружбу. Кому-то большая премия полагается. Премия. Либо это премия, либо это чаевые. Сразу хочу сказать, что это не за красивые глаза. И это не по дружбе, а именно за работу. Какую-то работу выполните, либо какой-то проект сделаете, либо родную фирму спасете от убытков, либо от саботажа. И вам выпишут очень хорошую премию. Да, прям премия будет больше, чем обычно. И как-то так в пафосной обстановке вам это все будут вручать. И также у кого-то отыграется, что клиент, либо поклонник вашего творчества настолько сильно вами прям вдохновится, либо, не знаю, впечатлится, да, вашим искусством, вашим талантом, что даст вам очень крупные чаевые. Настолько крупные, что они могут даже перекрыть ваш основной заработок за месяц. И для вас это прям такой потрясающий момент, на который вы очень бурно среагируете. Потому что столько вам еще премий не давали, да, такую премию не давали, либо таких чаевых вы никогда в жизни не видели. Даже будет немножко страшно, да, вдруг человек там перепутал, да, либо передумает. Что есть, то есть, деньги идут. Тут, дай Боже, песочек работает, да, денежки к моим зрителям, идите. Ой, интересно, конечно. Карман у вас такой, прям, знаете, оттопырился, тяжелый, вниз тянет. И вы такая, какая радость. Только поступите с этими деньгами мудро. Не надо там на всех скоростях бежать и тратить. Да? Поступите мудро. Дайте Вселенной понять, что вы заслуживаете таких премий, либо таких чаевых. Пусть почаще приходят. Если тратить, то только на себя. Услышали меня? Чтобы Вселенная понимала, что надо давать почаще вам. Дальше, мои хорошие, показывают красоту. Ощущение красоты перехватывает дух. Возможно, это вы и ваше отражение. Вы смотрите на себя в зеркало и прям перехватывает дыхание, замирание сердца идет, потому что вы такая, я красивая, да?
А возможно, это какие-то виды природы. Да? Может, вы попадете в какое-то красивое место, где природа настолько совершенна, настолько вот краски подобраны, какая-то идеальная картинка, да? И вы настолько впечатлитесь этой красотой, и на вас это как-то чрезмерно повлияет, как терапия красотой проходит. Вот честно скажу, кто-то от природы будет балдеть, от красоты природы, а кто-то от собственного отражения в зеркале. Вот так мне идет. И то просто чудесно, просто замечательно. Месяц, конечно, очень удивительный, необычный у вас. Ну, я вам от всего сердца, мои хорошие, желаю, чтобы вы действительно ощутили всю эту полноту событий в своей жизни. Пусть все плохое навсегда уходит, а хорошее только лишь прибывает, умножается, приумножается и идет в вашу жизнь. Всем спасибо за внимание, берегите себя. Всем пока-пока.